Люди все время меня спрашивают, в чем секрет успеха? Первое правило успеха – верить в себя. Я имею в виду, что множество молодых людей получает очень много советов от своих родителей, учителей, от всех. Но что самое важное, так это узнать, чего вы хотите на самом деле. И спросить себя, кем вы хотите быть. Не каким, а кем хотите быть. Я говорю не о том, что ваши родители и учителя хотели бы, чтобы вы стали кем-то. Я говорю о вашем желании. Я говорю о выяснении для себя, что вас сделает счастливым. Неважно, насколько безумным это может звучать для других людей. Итак, правило номер один, конечно же, верить в себя, не имеет значения, как и что может кто-то подумать. И, конечно, правило номер два – нарушать правила. У нас так много правил во всех сферах жизни. Я говорю, нарушайте правила. Не закон, а правила. Невозможно быть индивидуалистом или оригинальным, если вы слишком правильны и не хотите нарушать правила. Вы должны думать открытым, свободным от стереотипов разумом. Единственным путем во всех моих случаях было нарушение некоторых правил. Это все, конечно, приводит меня к правилу номер 3. Не бойтесь провалиться. Каждый раз, когда я что-то предпринимал, я был готов принять поражение. Вы не можете всегда выигрывать, но не бойтесь принимать решения. Нельзя быть парализованным от страха провала, иначе вы никогда не продвинетесь. Вы продолжаете продвигаться, потому что верите в себя, в ваше видение, и вы знаете, что делаете все правильно, успех придет. Поэтому не бойтесь провалиться. Следующее правило номер 4. Не слушайте пессимистов. Сколько раз вы слышали, что нельзя то-то и то-то сделать, и никто еще этого не делал? Я люблю, когда кто-нибудь говорит, никто еще этого не делал. Потому что, когда я это делаю, это означает, что я первый, кто это сделал. Поэтому не обращайте внимания на людей, которые говорят, что этого нельзя сделать. Я никогда не слушаю это «ты не можешь». Я всегда слушаю себя и говорю «да, я могу». И это приводит меня к следующему правилу номер 5, которое самое важное из них – работайте усердно. Вы уже не хотите потерпеть неудачу из-за того, что работали недостаточно усердно. Я всегда работал по максимуму. У Мухаммеда Али, одного из моих великих героев, спросили в 70-х, сколько повторений ты делаешь, когда качаешь пресс? Он ответил, я не считаю повторений, я начинаю считать только когда становится больно. Когда я ощущаю боль, вот тогда я и начинаю считать, потому что именно тогда это по-настоящему считается. Вот что делает из вас чемпиона, вот о чем все это. Нет боли, нет роста. Очень много уроков из тех, что я применяю в жизни, я извлек из спорта, и особенно это. И позвольте мне сказать, что развлекаться в жизни, конечно же, важно. Но когда вы, допустим, развлекаетесь на вечеринке, отдыхаете, кто-то там в это же время усердно работает. Кто-то становится умнее, и кто-то побеждает. Просто помните об этом. Итак, если вы хотите просто плыть по течению, не обращайте внимания на эти правила. Но если вы хотите побеждать, то не существует больше никакого способа, кроме как усердной, тяжелой работы. Ни одно мое правило успеха не будет работать, пока вы не начнете действовать. Я всегда понимал, что у меня есть 24 часа. Вы спите 6 часов, и у вас осталось 18 часов. Я знаю, что кое-кто из вас скажет, подожди-ка минуту, я сплю 8 или 9 часов. Но тогда я порекомендовал бы вам спать быстрее, потому что вам необходимо спать лишь 6 часов, и потом у вас останется 18 часов, и за это время вы много что успеете сделать. Правило номер 6 является очень важным правилом. Отдавайте что-нибудь, делитесь. Какой бы у вас ни был путь в жизни, вы должны всегда находить время, чтобы дать что-нибудь вашему обществу, вашему штату или вашей стране. Уберите это зеркало, которое заставляет смотреть на себя, и вы сможете видеть, что творится за зеркалом. Вы увидите, что миллионы людей нуждаются в вашей помощи. Позвольте мне сказать, что помощь людям принесет вам больше удовлетворения, чем что-либо еще, что вы когда-либо делали. Так как вы готовы выйти в мир, запомните эти 6 правил. Верить в себя, нарушать некоторые правила, не бояться провалиться, игнорировать пессимистов, работать как проклятый и отдавать кое-что. Я не хотел быть просто чемпионом по бодибилдингу, я хотел быть лучшим бодибилдером всех времен.